Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Возможность развиваться и быть полезным обществу. В Абхазском государственном университете состоялась презентация проекта молодежного парламента. ЮНИСЕФ продолжает помогать. Сухумский офис детского фонда ООН осуществил поставку специализированного холодового оборудования. В Центральном выставочном зале открылась выставка «Частная коллекция». 103 работы, более чем 60 художников собрали организаторы. Первое заседание сессии Народного собрания парламента нового 7-го созыва состоится в Сухуми 12 апреля. Согласно положению, откроет первое заседание самый старший по возрасту депутат избранного парламента Фазлиби Авицба. В повестке первого заседания нового созыва избрание спикера и вице-спикеров Народного собрания. В работе примет участие президент Абхазии Аслан Бжани, а также будет присутствовать ряд депутатов 6-го созыва. Об этом сообщает пресс-служба Народного собрания. Международная повестка. МИД Абхазии объявит персонами нон-грата ангажированных политологов. В МИД Абхазии обратили внимание на высказывания различных политологов, ставящих под сомнение суверенитет и независимость Республики Абхазия, говорится в сообщении МИД. Государственный суверенитет, независимость, международное правосубъектность Республики Абхазия неоспоримы и не могут являться предметом для дискуссий. Подобные публикации преследуют бесперспективную цель по созданию негативного фона для абхазо-российских межгосударственных отношений. Доводим до сведения всех заинтересованных лиц. Отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией носят характер стратегического союза, базируются на прочном фундаменте человеческих братских связей и не могут быть подвергнуты ревизии, отмечается в сообщении. Во внешнеполитическом ведомстве напоминают, что в случае продолжения попыток выстраивания негативного информационного фона вокруг нашей страны Министерство иностранных дел Абхазии оставляет за собой право задействовать в отношении ангажированных политологов механизм объявления персона нон-грата. Об общественном совете при МИД Абхазии. Как сообщает сайт МИД, в современном контексте особую важность приобретает проведение широких общественных консультаций по выработке стратегии и тактики внешнеполитического курса нашей страны. В этой связи в мае планируется заседание общественного совета при Министерстве иностранных дел Республики Абхазия. В настоящее время определяется персональный состав совета. На эту тему ведутся консультации. В общественный совет войдут эксперты в сфере внешней политики, государственные деятели с опытом внешнеполитической работы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, журналисты, международники. Исходим из того, что на площадке общественного совета будут представлены разные мнения по текущим вопросам внешней политики, отмечается в информации. Вопросы развития двустороннего сотрудничества Республики Абхазия и Сирийской Арабской Республики обсудили на встрече чрезвычайный полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба с министром иностранных дел и по делам соотечественникам за рубежом САР доктором Файсалом Нигдат. Министр иностранных дел Сирии поблагодарил Баграта Хутаба за активную работу в выстраивании двусторонних отношений. Засвидетельствовал высокую значимость для сирийской стороны прошедшего в мае 2021 года визита президента Республики Абхазия Аслана Бжани в Сирийскую Арабскую Республику, а также выразил надежду на укрепление отношений между Сирией и Абхазией. Участники встречи отметили важность сотрудничества с Российской Федерацией. Состоялось также обстоятельное обсуждение ситуации на Украине, в ходе которого была выражена поддержка Российской Федерации в вопросе демилитаризации и денацификации Украины. Во второй тур президентских выборов в Южной Осетии вышли действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и Алан Гаглоев. 10 апреля в Южной Осетии состоялись выборы президента. Явка составила более 82%. На высший государственный пост республики претендовали 5 кандидатов. Второй тур выборов президента Южной Осетии по закону должен пройти 24 апреля. Как сообщили члены делегации из Республики Абхазия, находящихся в Южной Осетии на выборах президента в качестве международных наблюдателей, выборы главы государства прошли в спокойной обстановке, без жалоб и нареканий. А в избирательном участке в Национальной библиотеке Абхазии в ходе выборов президента Южной Осетии проголосовало 22 человека.
Гагрская районная избирательная комиссия назначила повторные выборы по избирательному округу номер 17, поселок Цандрыпш, на 21 мая. Об этом сообщается на сайте Гагрской администрации. Повторные выборы назначены в связи с тем, что депутат собрания по избирательному округу номер 17 Бадрик Пили избран депутатом парламента Абхазии. Выборы в органы местного самоуправления в районах Абхазии в последний раз проходили ровно год назад, 11 апреля 2021 года. Возможность развиваться и быть полезным обществу. В Абхазском государственном университете состоялась презентация проекта молодежного парламента при Народном собрании Абхазии. Подробнее расскажет Анастасия Никонова. О том, что такое молодежный парламент при Народном собрании Абхазии, студентам АГУ рассказал основатель проекта Илья Чехерия. Молодой человек отметил, что идея молодежного парламента не принадлежит никаким политическим силам и не преследует личностных интересов. Проект – инициатива неравнодушной молодежи. Молодежный парламент Республики Абхазия мы видим как общественно-консультативно-совещательный орган при Народном собрании Республики Абхазия. Для чего это нам и почему именно такая структура? Почему не общественная организация? Почему не при любой другой политической единице в нашей стране? И 35 депутатов, которых избрал народ Абхазии. И молодежь должна наблюдать за тем, как они это делают, и учиться на их ошибках, учиться на их действиях, не допускать эти ошибки и в дальнейшем, в будущем, когда будут заниматься подобными делами, уже идти в более правильном направлении. Молодежный парламент, убежден основатель проекта, позволит подготовить кадровый резерв для Народного собрания и ряда министерств. Организация призвана дать возможность молодому поколению развиваться и быть полезными обществу. Мы презентовали проект, и многие стали писать: вот, молодежь лезет в политику. Наоборот, у нас есть молодежная политика. В 2009 году еще при Багапше был принят данный закон о молодежной политике. Сегодня мы его не видим. Нас используют, нас приглашают на одноразовые проекты, которые пиарят. Нас приглашают на митинги. Устали, хотим что-то менять. Поэтому данный проект презентуем вам. Как отметил Илья Чехерия, молодежный парламент планирует выступить с предложением об утверждении официального статуса организации к новому 7-му созыву парламента. Анастасия Никонова, Торник, Амичба, Абаза ТВ. Асида Шакрыл обратилась к президенту с письмом. Уполномоченный по правам человека расценивает приглашение людей на беседы в СГБ как способ оказания давления с целью ограничить свободу слова в стране. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия. В обращении, в частности, отмечается: в последний год участились вызовы людей из гражданского общества в СГБ на многочасовые так называемые беседы. Беспокоит то, что людей вызывают после того, как они публично озвучили свое мнение по тому или иному вопросу, хотя и не только поэтому. На такие беседы приглашают сотрудников разных организаций. Это тревожный признак того, что происходит ползучее отступление от важнейших норм демократии, лежащих в основе Конституции Республики Абхазия. В связи с вышеизложенным Асида Шакрыл считает необходимым провести служебную проверку на предмет законных действий сотрудников СГБ, которые осуществляют недопустимые для демократического государства фактические допросы законопослушных граждан Республики Абхазия, а также на предмет нарушений прав человека и основных свобод, в частности, прав на свободу убеждений и на свободное их выражение, закрепленных в Конституции Республики Абхазия и международных документах. Коротко об эпидситуации. Согласно сообщению оперативного штаба, за 9 апреля тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 70 человек. Диагноз подтвержден у 12 из них. Общее число выявленных заболевших составляет 53 568 человек. Зарегистрирован 681 летальный случай, выздоровели 51 487 человек. ЮНИСЕФ продолжает помогать. Сухумский офис детского фонда ООН осуществил поставку специализированного холодового оборудования, предназначенного для безопасного хранения и транспортировки вакцин, входящих в национальный календарь вакцинации детского и подросткового населения, а также ковид-вакцин, предназначенных для вакцинации взрослого населения Абхазии. Данная поставка включила в себя морозильники, холодильники, термоконтейнеры и другое.
Все оборудование приобретено при финансовой поддержке ЮНИСЕФ. Поставка осуществлялась в партнерстве с УВКБ ООН. Кроме того, ЮНИСЕФ продолжает оказывать поддержку и способствовать улучшению качества медицинского образования в Абхазии. Ремонтные работы завершились в 2 медицинских колледжах. В Гагарском медицинском колледже отремонтирована кровля, и в Сухумском медицинском колледже отремонтирован 2-й этаж. ЮНИСЕФ также передал учреждениям мебель для учебных классов. Данное оборудование будет способствовать тому, что даже в самых отдаленных районах у каждого ребенка будет доступ к вакцинам. И я хочу подчеркнуть, что иммунизация очень важна и является одним из самых главных профилактических способов в детском здравоохранении. ЮНИСЕФ продолжит работать с властями Абхазии для того, чтобы повысить охват иммунизации среди детей. И также я хотела бы дополнить, что данное оборудование также может быть использовано для хранения вакцины от COVID-19 в случае необходимости. Репортаж о работе ЮНИСЕФ смотрите в рубрике «Амшахтыс» после выпуска новостей. Гагарские школьники оказали гуманитарную поддержку беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, которые находятся в столичном пансионате Айтар. Смотрите репортаж наших коллег с Гагра ТВ. При поддержке администрации Гагарского района и районного отдела образования благотворительным фондом «Мир детства» во главе с Людмилой Хагба в городских школах были организованы благотворительные акции, вырученные средства с которых были отправлены беженцам из Донецкой и Луганской народных республик в Сухум в гостиницу «Айтар». В Гагарской средней школе номер 1 прошла ярмарка. Учащиеся внутри школы продавали домашнюю выпечку и сладости и выручили с этого 30 600 рублей. В средней школе номер 2 прошел День добра. В школе стояла урна, куда каждый желающий мог положить любую сумму денег. По итогу было собрано 20 000 рублей. В средних школах номер 3 и номер 4 тоже прошел День добра. В третьей школе собрали 21 000 рублей, в четвертой – 106 000. В нашей школе была проведена традиционная добрая акция «День добра», в которой принял участие каждый класс, каждый ребенок, каждый родитель и каждый учитель. Каждый внес свою маленькую лепту. По итогу дня была вся собранная сумма была пересчитана инициативной группой, которая состояла из наших старшеклассников. Сумма составила 106 000. И, конечно, сегодня мы повезем ее и передадим беженцам из этих республик. И мы желаем им, чтобы у них скорее воцарился мир, и в дальнейшем было только процветание. Сегодня делегация, состоящая из учащихся и руководителей школ, передаст всю собранную сумму беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. И сегодня мы с небольшой делегацией, учащимися, руководителями школ, едем в Сухум, пансионат Айтар, где находятся дети-беженцы с ЛНР и ДНР. Совсем недавно и Абхазия перенесла тяжелые времена. Сегодня, когда мы слышим по телевизору, по радио, читаем в соцсетях о войне, наши раны вновь становятся как бы кровоточными. Официальный отдел образования Гагарского района, от педагогического коллектива, от всех учащихся и от себя лично я хочу вам пожелать крепкого здоровья, чтобы мир и добро процветали в ваших домах. Мы знаем, что совсем скоро вы возвращаетесь к себе на родину, в свои дома. Хотим, чтобы каждый день вам приносил только счастье. Война никогда не коснулась вашей жизни. Дорогие дети, вы находитесь под покровом неба. И, находясь здесь в Абхазии, вы дома, потому что Андрей Первозванный Киевскую Русь пошел отсюда. Поэтому мы вместе со славянами, вместе с вами, поэтому сегодняшняя ваша ситуация, она пройдет, исчезнет как дым, и все остановится. И славяне будут вместе, и никто не сможет помешать, ни англичане, ни немцы, ни французы. Славяне будут вместе, и эта беда, которая сегодня есть на той территории, откуда вы приехали, оно восстановится.
и обязательно будет мир, и обязательно вы вырастете уже большими будете, и будете только исторически вспоминать о том, что было такое. Поэтому Господь вас защитит, и Матерь Божия всегда является защитницей всех тех, кто в этом нуждается. А вы нуждаетесь. И поэтому мы, Православная Церковь Абхазии, по благословению святейшего патриарха Кирилла, мы помогаем и будем помогать и впредь до окончания той ситуации, которая так будет называться стабильность и мир. В Центральном выставочном зале открылась выставка «Частная коллекция». 103 работы более чем 60 художников собрали организаторы у владельцев картин, чтобы показать их широкой аудитории. В Абхазии такое делается впервые. Некоторые работы впервые покидают дома своих владельцев и, возможно, больше никогда не появятся на публике. Подробности в репортаже Марианы Котовой. Самый узнаваемый сухумский пейзаж изображен на Ливарсе Будба, предмет гордости и любви Батала Кубахи. Эту работу художник подарил своему другу. И история эта почти так же интересна, как и сама картина. Мы каждый день общались, он приходил ко мне, мы пили каждое утро кофе вместе в офисе у меня в ЦГП. И вдруг он говорит: слушай, старик, у тебя нету моих работ. Я говорю: ну как, я же дипломный, вот мартовский эпос, что-то. Он мне еще дарил картину «Первая осень» в освобожденном Сухуме. Она выставлялась. И он мне сделал работу одну. Но я потом стал, вот, надо там поменять, вот добавить. Он поменял, а потом пришел, говорю: ну как ты давишь на людей? Вообще так невозможно, чтобы художнику, там, человеку, вот. И я нарисовал картину. Я говорю: да, теперь она мне не нравится. И вдруг он говорит: слушай, кажется, тебе нравится вот это. Он еще и это делал. Я говорю: это мне нравится. Значит, это твоя. Говорит, вот она меня нашла, я ее нашел. Не каждый почувствует то конкретное настроение, что передавал автор, укладывая краску слой за слоем на холст. Каждый видит в изображении свои собственные оттенки чувств. Для Батала Кубахи на картине изображено самое лучшее время, по его версии. Я люблю на нее смотреть. Я успокаиваюсь, когда на нее смотрю. Это вселяет мне надежду. Сегодня тревожное время. Вот каждый раз, когда я смотрю, вот такое состояние города, мне понятно. И я хотел бы, чтобы оно такое было. Вот он сумел запечатлеть вот такую межвременную такую безбрежность существования, когда вот был какой-то момент, когда мы уже отошли от войны, но еще не возникли новые другие проблемы. Вот он поймал этот момент. Это художник. В коллекции Батала Кубахи самые ранние работы художников, известных всему миру. А тогда, в 80-х, это были просто друзья, которые верили в успех друг друга. Свидетельство таланта – это их первые работы, которые сегодня не имеют цены. Вот, например, Айра Кабулова, она живет в Лондоне, училась в Королевской академии. Это вот ее первая работа, которую вот я увидел. И я был первый ее приобретатель. Это было смешно, конечно, но вот сейчас она очень гордится, что вот она выставляется здесь. Эта выставка очень важна для нас, для понимания культурного пласта, в котором мы находимся, чтобы вот, несмотря на различные противоречия в обществе, в стране, экономически, пандемически, мы должны не забывать, что культура и все, что с этим связано, должно быть частью как бы нашей внутренней жизни, потому что она нам помогает выжить, она нам помогает становиться совершенно другим. Я абсолютно уверен, что люди, которые причащаются к культурным событиям, это театр, музыка, живопись или иные там мероприятия, они становятся лучше, добрее, внимательнее. Подобные выставки в Абхазии не проводились ни разу, хотя в мире эта практика довольно распространена. Как говорит Эльвира Арсалия, руководитель Центрального выставочного зала, подобные события создают картинам своеобразную биографию, придают больше смысла их существованию. То, что находится в личном пространстве, да, оно становится общедоступным. И на самом деле для истории коллекции это очень важно. Практика больших коллекций – это участие в выставке, это участие в каталогах,
это участие в открытых экспозициях, в онлайн каких-то форматах. То есть сама коллекция, она претендует на свою историю. Эта выставка стала возможна благодаря поддержке фонда «Амшер». Как говорит Эльвира Арсалия, в фонде поверили, что это будет интересно. К тому же с завершением выставки ее история не заканчивается. Все представленные картины оцифрованы. Поэтому экспозиция имеет возможность жить дальше, но уже в других пространствах. На данном этапе мы оцифровали всю коллекцию. Мы сделали описание. Это дает нам возможность сделать онлайн-экскурсию, сделать галерею онлайн на нашем сайте, да, напечатать буклет, каталог и так далее. Самое главное сегодня – это оцифровка и создание такого электронного архива. Ну, на этой стадии мы это сделали, а дальше будем смотреть, если будет возможность, с удовольствием сделаем каталог. Выставка «Частная коллекция» первая такого рода, но не последняя. Здесь собраны картины, попавшие в руки частных владельцев до начала 2000-х годов. Художественные экспонаты более позднего периода будут выставляться отдельно и станут отдельным культурным событием столицы. Марьяна Котова, Саида Гухава, Абазатова. Туризм и транспорт. Летом будет возобновлено курсирование беспересадочного вагона Мурманск-Сухум-Мурманск, сообщает 51transport.ru. По маршруту через день будет курсировать один купейный вагон в составе фирменного поезда «Арктика». В Санкт-Петербурге его прицепят к составу скорого поезда Санкт-Петербург-Сухум-Санкт-Петербург. Чтобы добраться из Мурманска в Сухум, потребуется 3 суток и 14 с лишним часов. В этом году вагон будет курсировать по тому же расписанию, начиная с 7 июня. Спорт. Ряд призовых мест завоевали абхазские дзюдоисты в ходе открытого турнира по дзюдо на призы Героя России Звягинцева в рамках второго этапа Лиги дзюдо среди младших юношей и девочек 2011-2012 годов рождения, который состоялся в Сочи. Это был второй выезд за последние 2 года. Тем не менее, наши спортсмены, проведя по 5-6 поединков, показали смелую борьбу, проявляя характер и волю к победе. Всего более 200 юных спортсменов разыграли медали и призы турнира. Все наши юные дзюдоисты горят желанием уже в ближайшее время проявить себя на стартах уже в Абхазии на традиционном международном турнире Кубок Абхазии, который пройдет в начале лета и где уже сейчас заявлено большое количество спортсменов из России, Белоруссии, Донбасса, Армении. Юные абхазские спортсмены заняли призовые места в первенстве Новокубанского района по тхэквондо в Армавире 8 и 9 апреля, сообщает пресс-служба Государственного комитета по делам молодежи и спорту. На соревнованиях Абхазию представляли 27 бойцов. Они заняли 9 первых, 9 вторых и 8 третьих мест. В первенстве принимало участие более 100 спортсменов. На стадионе Лужники стартовал первый открытый межвузовский чемпионат по мини-футболу среди московских студентов абхазо-адыгской языковой семьи, сообщает Апсны Пресс. За выход в полуфинал боролись 8 команд. МГИМО, МГУ, Финансовый университет, РГУ, Дипломатическая академия, МГУА, РУДЕН, МИСИС. Чемпионат организован абхазским землячеством МГИМО при поддержке посольства Республики Абхазия в России, Московской абхазской диаспоры, представительства Республики Адыгея в Москве. Продолжение состязания запланировано на 17 апреля, полуфинал и 1 мая финал. Команде-победителю турнира будет вручен кубок чемпионата. В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 12 апреля, в республике облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный дождь с грозой и штормовым ветром, туман. Температура воздуха ночью от 7 до 12, днем от 6 до плюс 11. Температура морской воды 10 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами и до встречи.